В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Продолжаются восстановительные работы в Верхоянском районе Якутии, пострадавшим от наводнения. В Якутске работает всероссийская летняя полевая школа по парниковым газам. Всего обучение пройдут порядка 30 исследователей. Якутяне могут перевести авто с бензина на газ со скидкой 90%. Агентство развития промышленного потенциала принимает заявки. Капитальный ремонт в Алданском лицее прошел в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». На Восточном экономическом форуме состоится международный турнир по масс-рестлингу. Восстановительные работы после паводка продолжаются в Верхоянском районе. На сегодня число пострадавших составляет более 3000 человек. Единовременную материальную помощь уже получили более 80%. На рассмотрении находится более 600 человек, которым финансовая помощь будет оказана в установленные сроки. По социальным объектам сметы составлены, прошли необходимую экспертизу, и на данный момент на заключительной стадии согласования находится проект распоряжения правительства по восстановлению социальных объектов. В этом году у нас все идет через портал «Государственный слух», поэтому это новая программа, и мы первые в России проводим такое впервые. На территории республики действуют 11 лесных пожаров. Из них в обслуживаемой зоне 3 очага. Один пожар на сегодня локализован. Сложными остаются 2 в Усть-Майском районе общей площадью 60 тысяч гектаров. Работы по ним ведутся безостановочно. Проводятся взрывные работы и отжиги по кромкам пожара. Сегодня в Усть-Майском районе проходили дожди. Вот мы, сейчас будем смотреть за динамикой по обстановке. Всего работает более 600 человек личного состава и 8 единиц техники. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Массовая охота в Якутии стартует с 20 августа. С 13 августа уже стартовала охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками. Также с 15 августа можно с собаками добывать боровую, степную, полевую и болотно-луговую дичь. Кроме того, с 1 августа началась охота на снежного барана, бурого медведя, волка и в ряде северных районов на дикого северного оленя. Отмечается, что на водоплавающую дичь разрешена охота из гладкоствольного ружья. Из нарезного оружия разрешается охота только с патронами 5,6 мм кольцевого воспламенения. При этом нельзя использовать электронные устройства. Транспортный техникум республики открывает 3 современные мастерские по стандартам WorldSkills по железнодорожным компетенциям благодаря национальному проекту образования. Современные мастерские размещены на 1-м этаже учебно-лабораторного корпуса, оснащены передовым учебно-лабораторным оборудованием, учебно-производственным оборудованием, программным оснащением и учебной мебелью. Отмечается, что транспортный техникум является единственной образовательной организацией, готовящей кадры для железнодорожной сферы Якутии. По нашим соответствующим специальностям железнодорожного направления — это организация перевозок, техническая эксплуатация подвижного состава и строительство железных дорог, обновляется федеральный государственный образовательный стандарт. И очень хорошо, что вместе с обновлением образовательных стандартов у нас и обновляется материальная база. То есть мы идем в ногу с модернизацией содержания образования. Всего финансирование проекта составляет 24 миллиона. Ученые из 5 регионов страны съехались на территорию лесной научно-исследовательской станции «Спасская Падь». С 15 по 22 августа там проходит летняя полевая школа «Парниковые газы и климат». Ученые распределились на 4 группы и изучают 5 видов парниковых газов. Гости проведут лекции для слушателей школы, молодых ученых и аспирантов. О том, как влияют парниковые газы на климат планеты и как избежать глобального потепления, узнаем в сюжете Марии Кардашевской. Нажимаем вес. Тут все управление через язык. Да, все на английском языке.
Основные парниковые газы Земли – это водяной пар, двуокись углерода, метан и так называемый тропосферный озон. Если водяной пар оказывает положительное влияние на терморегуляцию планеты, то углекислый газ и метан в высоких концентрациях весьма опасны для человека. Ученые из ведущих научных институтов страны съехались в эти дни в Якутию и проведут для молодых якутских ученых лекции о влиянии парниковых газов на климат планеты, а также изучат вместе с ними показания, получаемые на станции Спасская Падь. Буду рассказывать, где данные хорошие, где плохие, как узнать, в это время прибор хорошо работал или плохо, нужно ли эти данные править, нужно ли пересчитывать, каким-то образом вводить поправки. Я приехала в первую очередь как лектор, но я с большим удовольствием прослушаю все лекции и занятия, которые дают в том числе якутские ученые. Базовая станция Спасская Падь находится рядом с Якутском и занимает территорию более 342 гектаров. Это одна из старейших станций страны и была построена еще в 1952 году. Станция имеет 3 вышки, которые расположены на территории лиственничного, березового и соснового лесов. На каждой вышке на разной высоте расположены приборы, которые измеряют концентрацию основных парниковых газов в воздухе. Метеорологические приборы стоят, и все приборы по кабелям идут в эту нашу лабораторию, и там все сохраняется с помощью регистратора данных. И мы приезжаем каждые 10 дней и собираем эти данные, и дальше используем для научных исследований. Эти исследования помогают прогнозировать влияние парниковых газов на терморегуляцию планеты и климат в целом. Ученые сходятся во мнении, что вследствие человеческой жизнедеятельности концентрация опасных парниковых газов значительно повысилась. Сейчас климат Земли сильно лихорадит, да? И мы находимся на начале природного коллапса, когда нарушается структура природной среды и характер взаимодействия ее частей. И из-за этого сейчас в последнее время участились экстремальные погодные явления, которые вызывают большую тревогу. Вообще именно люди виновны в том, что климат на Земле теплеет. На этом сходятся 95% ученых по всему миру, что происходит глобальное потепление. Сильнее всего оно происходит в северных широтах. В частности, фиксируется глобальное потепление и в Якутии. Оно составляет от градуса до 2-3 градусов. Сейчас по сравнению с доиндустриальным уровнем, это 1850 и 1900 годы. О том, что глобальное потепление чревато таянием вечной мерзлоты и повышением уровня воды в Мировом океане, знает каждый. Но не каждый знает, что, используя в повседневной жизни автомобиль или даже кондиционер, он участвует в процессе повышения концентрации опасных парниковых газов в окружающей среде, а вместе с тем в повышении того самого парникового эффекта, который ведет к глобальному потеплению. Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Якутск. Заявки на возмещение средств при переводе машин с бензина на газ будут принимать в Якутии с 22 августа. Учреждение Агентства развития промышленного потенциала объявляет отбор получателей субсидий из госбюджета региона. Желающие получат 90% компенсации, а после установки газобаллонного оборудования транспортный налог снизится на 50%. Малые и средние предприятия России смогут взять льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и на его развитие под 3%. Благодаря запуску новой программы господдержки бизнеса на полученные средства предприятия будут осуществлять закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Отмечается, что в приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Срок действия льготной программы составит 3 года, при этом кредит можно будет взять на 10 лет. Стоимость условного набора продуктов питания в среднем по республике в конце июля составила 8 882 рубля в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1%. Но с начала года повысилась на 12,5%. В июле цены снизились на плодоовощную продукцию. Кроме того, снизились цены на яйца, куриные, творог, муку пшеничную. Отмечен рост цен на хлеб, молоко, говядину и баранину.
Общегородское отключение воды состоится в столице республики в Жатае в ночь с 17 на 18 августа. С 22:00 до 6 часов утра водоканал будет проводить ремонтные работы. Под ограничения подпадают все дома. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничат на участке от проспекта Дружбы народов до улицы Карла Маркса с 18 августа в Нерюнгри. Предположительно, перекрытие продлится до 28 августа. Сроки могут измениться в зависимости от погодных условий. При этом перекресток Ленина Карла Маркса не будут перекрывать. Капитальный ремонт в Алданском лицее финиширует. Наряду с косметической отделкой существенно пополнилась материально-техническая база учреждения. О новинках лицея расскажет Татьяна Вахнина. Совсем скоро стартует новый учебный год, и Алданский лицей вновь наполнится веселым гомоном. Свою школу ученики едва ли узнают. Она стала совсем другой, более яркой, уютной и современной. Капитальный ремонт в Алданском лицее прошел в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Алданский лицей был открыт 1 сентября 1992 года. И свой 30-летний юбилей коллективу учащихся и педагогов посчастливилось встречать с обновленной школьной инфраструктурой. Капитальные работы в лицее начались в мае. Фасад здания было решено обложить керамогранитной плиткой. Сейчас наносятся последние штрихи. Стоит отметить, что главными генераторами идей по цветовому решению выступили дети. Была создана конкурсная комиссия, ребята принимали проекты, и из самых лучших проектов выбрали оригинальное решение, и оно получилось очень интересным. Огромный объем задач по реконструкции и отделке выполнен внутри помещения. В кабинетах заменены двери, в холле образовалась зона отдыха. В классах частично была заменена мебель. Обновлен кабинет информатики. Помимо современных ноутбуков, здесь имеется зарядная тележка. И часть электропроводов теперь убрана. Более обширным и глубоким станет как учебный процесс, так и проектная деятельность для юных физиков и биологов. Лаборатории этих кабинетов полностью переоборудованы. Также планируется открытие кружка по гончарному делу. Приобретенная печь для обжига ждет своего часа. Ремонтные работы завершены, мебель расставлена по местам, оборудование налажено. Федеральная программа реализована. Лицеем, в свою очередь, выполнены встречные обязательства. Закуплены новые учебники, установлена система защищенности, а педагоги прошли курсы повышения квалификации. Татьяна Вахнина, Алдан. Получателями целевого капитала «Дети столетия» стали 5206 новорожденных в Якутии. Наибольшее количество обладателей сертификата, свыше 2000 детей, зарегистрировали в Якутске. Напомню, целевой капитал учредили в республике по указу главы Айсена Николаева в честь Года матери и столетия ЯССР. Его получают все дети, родившиеся в Якутии с 1 января по 31 декабря этого года. У них должно быть гражданство России и регистрация на территории республики. Родители могут направить средства на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, получение образования ребенком и на оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи. Август – самая жаркая пора в высших и средних учебных заведениях. Сейчас идет прием документов от абитуриентов. Ленск не стал исключением. В единственное среднеспециальное учреждение района всегда конкурс на популярные профессии. Познакомилась с будущими студентами и Анна Кожевникова. 100 бюджетных мест в Ленске и 42 в поселке Пеледуй предлагает Ленский технологический техникум для своих абитуриентов. Сегодня бюджетные места предоставляются по 4 направлениям: машинист технологических насосов и компрессоров, мастер по слесарной работе, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и оператор по нефтепереработке. Сравнительно новый, но уже популярный профиль. В этом году конкурс на эту профессию – 2 человека на место. К сожалению, попадут не все. Но у нас есть в других пока еще группах места свободные. Надеемся, ребята поменяют направление, те, которые не попадут, и будут все приняты, начнут учиться. Все наши базовые направления не востребованы в районе. Мы работаем в основном для нефтегазодобывающей отрасли. Также работаем для наших компаний, основные, которые нам дают свет, тепло, да, полностью ЖКХ.
Студенты Ленского технологического техникума успешно проходят практику на местных предприятиях, куда зачастую после окончания СУЗа и трудоустраиваются. С предоставлением рабочих мест повезло и обучающимся по внебюджетному направлению дошкольное образование. Эти кадры для себя готовит районная администрация, поэтому оплачивает обучение. Также для девушек есть направление делопроизводитель. Профессия тоже пользуется спросом. Сегодня абитуриенты приносят документы и им назначают время собеседования. Мы закончили первую школу, 9 класс. Поступаем на профессию электромонтер. Рядом пока что еще 17 лет. Сейчас в наше время тяжело отпускать ребенка, страшно. Поэтому решили учиться на месте. И это тоже один из плюсов единственного местного СУЗа. Места в группах Ленского технологического техникума всегда 100% укомплектованы. А скоро образовательное учреждение переедет в новое здание, где будет еще более комфортно получать востребованные профессии. Анна Кожевникова, Александр Ильчук, Ленск. В Южной Якутии началась активная подготовка ко Дню шахтера. В Нерюнгри это один из самых главных профессиональных праздников. Тысячи людей трудятся в угольной отрасли, управляют сложнейшей техникой, добывают породу в шахтах, открывают новые месторождения. Герой нашего сюжета – водитель автосамосвала компании «Якутуголь» Сергей Краснобаев. Родители Сергея приехали на север из Донецка. Глава семьи большую часть жизни отработал на угольном разрезе водителем БелАЗа. Маленький Сережа с самого детства восхищался профессией отца и мечтал быть похожим на него. Отец меня стажировал перед тем, как уйти. Начал, династию продолжать отца. Он 33 года на них отработал. И я уже работаю, получается, 14 лет. Работа ответственная, нравится, с детства мечтал на ней работать, если честно. Отец первый раз меня посадил за руль этого автомобиля, когда мне было 7 лет. И с тех пор я мечтал на нем работать. Моя мечта сбылась. Водителем БелАЗа Сергей работает с 2008 года. Признает, управлять такой громоздкой техникой – это не только романтика, но и большая ответственность. На большие грузы берутся водители, которые отработали по категории С не менее 3 лет. Ответственные. Проходит службу безопасности, отбор через службу безопасности. У нас есть работники, которые уже работают на предприятии более 30 лет. И вот сейчас был пример. Сергей Сергеевич Краснобаев. У него отец проработал очень долго, около 35 лет. Он уже лет 15 работает. Угольная промышленность Якутии активно развивается. Повышается и престиж труда шахтеров. Нерюнгри по праву считается угольной столицей республики, так как его предприятия выходят в число лидеров по объемам добычи угля как в России, так и на международном рынке. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Мирнинский район освоил средства национального проекта «Культура». 11,5 миллионов федеральных рублей изменили 2 важных учреждения. Речь о детской школе искусств Мирного и Светлинской читальне, которая стала первой модельной библиотекой во всем районе. Кристина Каширина расскажет про изменения подробнее. Мирнинский район – уникальное место. Здесь в рабочее время человек в каске и спецовке покоряет подземные горизонты, добывая дорогостоящие алмазы, или трудится в лаборатории, анализирует минералы, а после, позабыв о рутине, отдается поэзии и танцу. Ценителей прекрасного в районе достаточно. В Мирном есть редкий для малых городов профессиональный театр и балетная студия, гастролирующая по республике и России. Без музыки тоже никуда. Ей в местной школе искусств обучаются несколько сотен детей. Все знают, что мешает плохому танцору. У музыкантов иначе. Залог успеха и в таланте, и в состоянии инструмента. Рояли, флейты и саксофоны в Мирнинской ДШИ не меняли десятилетиями, пока не помог национальный проект «Культура». 6,5 миллионов рублей из федерального бюджета, и вот школа радуется новым инструментам, нотам и оборудованию. Помогли и музыкальному, и художественному отделению. Стеллажи, демонстрационные системы, стенды демонстрационные. То есть мы как раз-таки расширили возможности для демонстрации работ художников. Также мы приобрели мольберты телескопические, очень хорошие, походные, можно их брать с собой. Кстати, их уже использовали. Летом дети ездили на пленэр. Педагоги уверены, федеральная поддержка – толчок для дальнейшего развития творчества среди детей. На деньги нацпроекта
интерната обновили и одну библиотеку. В поселке со светлым названием «Светлый» в 70 километрах от Мирного открыли модельную читальню. Манекенщицы подиума нет, однако красоваться местные жители здесь любят. Вот в День малых коренных народов Севера с подростками за руку венкийский хоровод танцуют женщины в национальных костюмах. Единственная в Мирнинском районе модельная библиотека объединила поколения. Молодежь сидит за ноутбуками и пользуется виртуальными очками, пенсионеры мастерят украшения. Тем, кто ходит в библиотеку все же за книгой или книгами, тоже угодили. Фонд пополнился более чем на 1000 экземпляров. Формуляр Марины Румянцевой и так от корки до корки исписан. Что ж, придется сотрудникам подшить еще несколько страниц. За раз я могу 10-15 книг взять, потому что читаю быстро. Она и мне раньше библиотека нравилась, а сейчас вообще очень здорово. Очень хороший ремонт. На обновление Светлинской читальни нацпроект «Культура» выделил 5 миллионов рублей. Сегодня здесь с уверенностью говорят, в библиотеку ходит каждый 6-й житель. Новых читателей стало очень много, а на летнее время очень много приезжих детишек. С Мирного, там даже с Москвы. Проект «Культура» намерен расширить возможности россиян не только из крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Кажется, Мирнинский район задачу оправдал, а другие регионы пойдут по стопам алмазодобытчиков. Кристина Каширина, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Чемпионат WorldSkills, посвященный северным профессиям, прошел в Мурманске. Более 80 участников из арктических регионов России соревновались в 15 компетенциях. Якутию представляли студенты колледжей и техникумов. Подробнее об этапах чемпионата и его итогах расскажет Александр Хавренко. Метнуть аркан, поставить чум, починить снегоход – вот далеко не все испытания, которые предстояло пройти участникам компетенции оленеводства в рамках чемпионата WorldSkills, посвященному северным профессиям. Чемпионат проходил в Мурманске, всего на нем было представлено 15 компетенций, в 6 из которых принимали участие студенты из Якутии. Республика Саха-Якутия участвовала по 6 компетенциям. Это арктический туризм, народные промыслы народов Севера, судовождение водного транспорта, инженерный дизайн КАТ, животновод, оленевод, резьба по дереву и кости. Наша команда завоевала 2 золотые медали. Это по компетенции народные промыслы и животновод-оленевод. И 2 серебряные медали. Это по арктическому туризму и судовождению. В компетенции оленеводства сочетались как традиционные виды соревнований, такие как метание аркана или установка чума, так и современные навыки – создание электронного стойбища и обнаружение и устранение неполадок у снегохода. Должны нашего оленевода сделать универсальным. То есть наши модули не взаимосвязаны друг с другом. Оленевод должен уметь как подобрать место для нашего выпаса оленей, подобрать место для своего расположения кочевья, да, допустим. Также уметь ездить на транспортном средстве. Но если, допустим, 20 лет назад на снегоходе наш кочевник ездил и к нему претензий больших не предъявляли, то на данный момент у нас страховки, техника. И наш оленевод должен иметь официальное удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Дмитрий Волков, студент Арктического колледжа народов Севера, принес в копилку Якутии золотую медаль в компетенции оленеводства. По признанию Дмитрия, было сильное волнение, тем более, что каждый этап конкурса снимали на видео, и это немного мешало сосредоточиться. Но, несмотря на все преграды, он собрался и быстрее, и качественнее соперников справился со всеми заданиями. У нас было всего 5 модулей. Это первое было у нас, получается, программирование, электронное стойбище, получается, строили. Потом второе — разборку бурана, собирали там, получается, метание аркана, вырезали табурку. И 5 было — собирали чум, дом собирали. Я бы не сказал, что легко было. Но все равно 1 место взял. Участие в чемпионате для студентов – это и возможность прокачать профессиональные навыки, и бесценный соревновательный опыт, который им пригодится при дальнейшем освоении профессий. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. Спортивно-зрелищная программа 7-го Восточного экономического форума пройдет под брендом «Владивосток Open» и объединит мероприятия по 10 видам спорта. Пройдут и состязания по якутским национальным видам.
Так состоится международный турнир по масс-рестлингу и турнир по национальному многоборью «Тихоокеанский рубеж». Среди мужчин в масс-рестлинге в весовой категории до 75 килограммов от сборной России участие примет Валерий Никаноров. В весе до 90 килограммов Егор Дегтярев. Среди женщин в абсолютной весовой категории до 65 килограммов Екатерина Фрыгина. По предварительным данным, заявку на участие в международном турнире направили спортсмены из 13 стран. Также в командном зачете игры ГТО примут участие сильнейшие атлеты Якутии. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.